Хорошо. Так, меня зовут Марина Климова, я менеджер 9%. Сегодня я вам расскажу, как я работаю в Инстаграме и расскажу, как начать развивать страничку ВКонтакте. Так, запись ставлю. Так, хорошо, два ведущих уже записывают, поэтому мне не разрешают записывать. Хорошо, запись уже идет. В чатах ссылка будет, можете своим новичкам, партнерам ее давать. Так, ну давайте маленько познакомимся, кто меня еще не знает. Меня зовут Марина Климова, мне 27 лет, проживаю я в городе Ачинск. Вот я говорю, что когда я делаю так лучше, не шипит. Так, лучше не шипит. Да, все хорошо. Проживаю я в городе Ачинск Красноярского края. До работы в компании Oriflame, ну и в настоящий момент, я являюсь заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе, ну а также учителем русского языка и литературы. Сейчас нахожусь в декретном отпуске моей дочери уже 1 год и 5 месяцев, и скоро уже выплат предыдущей работы закончится. Поэтому я тоже начала искать заработок в интернете, но было все безуспешно, пока я не наткнулась на Любина предложение. Люба моя знакомая, да, мы знакомы очень давно, с самого детства. И вот я сейчас ее постоянно терроризирую. Люба, почему ты мне раньше об этом не рассказала? Либо подтвердит. Она говорит, что предлагала всем, но почему-то мне не предлагала. Но, тем не менее, пусть позже, но тем не менее я здесь, да, сейчас я уже являюсь менеджером 9% компании Oriflame и планирую в этом каталоге открыть 12%, то есть менеджер 12%. Посмотрим, как каталог этот закончится. Итак, начнем с Инстаграма. С чего начать работать в Инстаграме? Сразу скажу, в чем плюс этого метода работы. Дело в том, что с Инстаграма идут отклики моментальные. Практически, допустим, вчера я провела эксперимент, нигде практически везде не работала, потому что некогда было. Вечером зашла по инстаграмила маленько, буквально 15 минут, зашла через час на статистику своего сайта, просмотра сайта или блога. Просмотров было уже 53. Кроме просмотра сайтов, мне еще поступили отклики в виде комментариев с адресами почты. То есть моментально за 15 минут можно увеличить свое количество просмотров сайта, поэтому я активно рекомендую своим новичкам и партнерам рекрутировать в Инстаграме. Но, к сожалению, в последнее время не у всех это получается делать. Многих блокируют, у многих просто отклики не идут. Я сейчас расскажу, почему не идут и что делать, чтобы не блокировали. Запись будет, ведут 2 спикера, ведут запись, поэтому запись будет в чатах позже. Итак, с чего начать? Те, у кого нет приложения Инстаграм, естественно, нужно будет его скачать. Я работаю только с телефона, некоторые партнеры у нас устанавливают на компьютер, да, с помощью эмуляторов. Но мне это неудобно, я работаю с телефона и с планшета. У меня 2 аккаунта, один на телефоне, другой аккаунт на планшете. Скачивайте приложение Инстаграм на телефон для начала. Для андроида вы его возьмете в Play Market, для айфонов и планшетов, и айфонов и айпэдов в App Store. Хорошо, кроме того, что вы установили Инстаграм, я рекомендую устанавливать также на телефон, на планшет, то есть то, с чего вы работать будете, Яндекс.Диск. Для чего он нужен? Для того, чтобы работать в Инстаграме с помощью комментариев. Я далее объясню, зачем это нужно. Важно, когда скачаете Яндекс.Диск, необходимо будет на телефоне или на планшете авторизоваться именно в том аккаунте, в котором у вас все документы, все папки об Oriflame. Скачайте Инстаграм, скачайте Яндекс.Диск и идем регистрироваться в Инстаграме. Я объясняю все подробно по порядку, потому что думаю, что кто-то из вас вообще не знал, что такое Инстаграм, например, как я. Пока я не начала работать в Oriflame, я вообще не знала, что такое Инстаграм. Я видела, что там фотографии публикуют, да, комментируют, лайки ставят, но мне никогда не интересовала такая деятельность, поэтому у меня его никогда и не было.
адресов, да, которые вы можете позаимствовать как раз для аккаунта в Инстаграме. После того, как вы вводите электронный адрес, вам предложат заполнить свой аккаунт. То есть вы сразу вводите, ну, у меня вот тут моя почта, да, введена, имя пользователя, пароль придумываете. Имя пользователя необходимо для того, чтобы потом авторизоваться уже, допустим, с другого устройства. То есть, как вот, допустим, ВКонтакте или в Одноклассниках вы вводите свой логин или свою электронную почту или номер телефона, то здесь вы вводите свое имя пользователя, которое вы здесь укажете. Имя пользователя для входа. Придумывайте пароль. Дальше, профиль смотрите по желанию, да, можно заполнять, можно не заполнять. У меня он заполнен полностью, там уже это имя отображается у вас на странице. То есть так вас будут, так скажем, видеть пользователи, как и написано. Если у вас один аккаунт заблокировали и не дает отправить вам смс-сообщение для кода, удаляйте Инстаграм, устанавливайте заново, пишите номер другого телефона и заново регистрируйтесь. Я потом расскажу, как сделать так, чтобы вашу страницу не блокировали. Так, ну, телефон обычно не виден пользователям, он нужен для того, чтобы подтвердить. Кстати, я вчера проэкспериментировала, когда делала вот эти скрины, я специально вышла из своего аккаунта, который у меня был на телефоне, и начала заново регистрироваться. И я ввела повторно номер телефона, на котором у меня уже был один аккаунт, то есть свой действующий телефон. У меня два телефона, один на интернете, второй на мобильной связи. То есть я ввела тот же самый телефон, на котором у меня был еще уже один аккаунт зарегистрирован. Он прошел, подтвердилось, пришел код, все подтверждение прошло, не знаю, попробуйте, может у вас также получится. Ну, по крайней мере, обе страницы сейчас активны теперь. Так, ну и необходимо будет подтвердить свой электронный адрес. Так, давай. Эхо. Я все планирую, микрофон купить. Так, так лучше, нет? Очень шипит, плохо слышно. Вот у кого-то хорошо слышно, вот буквально перед вебинаром мы проверяли. Так, вот я немножко совсем прибавила, буквально 2 уровня. Так, а сейчас не шипит, вот я прибавила звук, может начать шипеть. Просто если громкость я прибавляю на максимум, то начинает шипеть. Все, продолжаем, да? Хорошо. Так, продолжаем все. Итак, вы активируете свой адрес электронной почты через аккаунт, да, проходите по ссылке, которая вам придет на почту. Что мы дальше делаем? Все мы подтвердили, телефон ввели. Загружаем аватарку через нажатие вот на этот значок, там где личико, да. Я вообще рекомендую загружать свою фотографию настоящую и писать фамилию и имя, ну и там или сокращенно. Вот у меня Климова Марина, да, видите. Не надо писать работа дома, работа без вложений, там этих работ без вложений уже в Инстаграме, ну, не знаю, как собак нерезанных, извините меня за выражение. Поэтому, если вы будете все-таки указывать свою, ну, какой-то там или псевдоним, ну, или, ну, пусть имя будет настоящее. Ну, у меня Клим Марина, но на одном Климова Марина, на другом что-то там тоже похожее. В общем, у меня все с моими именами. Я загружаю всегда свои фотографии, да, вот видите, я загрузила, например, свою фотографию сразу. То есть через аватарку мы загружаем фотографию, через значок, который указан посерединке, да, квадратик типа фотоаппарата, мы публикуем первое фото. В чем трудность работы с компьютера? То есть мы с компьютера не будем иметь возможности загружать фотографии. То есть загружать фотографии и комментировать их, и писать их хэштеги, да, дальше расскажу, можно только с телефоном. В принципе, мне удобно работать с телефона, я работаю только с телефона, из планшета. Ну, настройка профиля — это через изменить профиль. То есть это вот такие горячие клавиши, которые необходимо знать. Ну вот у меня сразу появилась одна публикация. Как только я загрузила первую фотографию на страницу себе, у меня появилась одна публикация.
На моих рабочих страницах, которые уже раскручены и давно работают, там около 50-70 публикаций уже есть. Двигаемся дальше. Комментировать с компьютера можно, но фотографии свои не загружаются. Итак, вот изменить профиль, да, то есть как мы настраиваем свой профиль. У меня отображается имя Клим Марина, у меня для аккаунта вход через Клим Марина, да, веб-сайт. Здесь вы можете указать сайт, ссылку на сайт или на свой блог, у кого что есть. Если у вас есть и сайт, и блог, то указывайте сайт. Если у вас сайта пока нет, но есть уже блог, указывайте только блог, да, пока. Потом сделаете сайт, укажете сайт. В принципе, разницы никакой нет. Люди все равно будут попадать, статистику вы сможете отслеживать, что на сайте, что на блоге. О себе. Пишите буквально одно предложение, кратко о работе, что вы предлагаете, да, и напишите, что пишите свои адреса в комментариях или заходите на сайт. То есть для каждого человека, который посетит вашу страницу, он выберет самый удобный для себя способ. Он либо укажет свои контактные данные под фотографией, либо сразу перейдет на сайт. Так, эта ссылка на сайт, она отобразится на главной странице под самим аватаром. То есть человек, который заходит к вам в профиль, он сразу видит ссылку, сразу под вашим аватаром. Дальше, что мы делаем? Мы ищем знаменитости. Где их искать? Мы жмем на лупу и выбираем пользователей. Видите, я выделила квадратиком. То есть мы ищем по пользователям. Вводим ник того человека, который мы хотим найти. Ники знаменитостей можно посмотреть на официальном сайте Инстаграма, который не приложением, да, идет, а который идет об Инстаграме. Там есть популярные хэштеги, популярные пользователи, у которых очень много подписчиков. А вот можете записать себе такую ссылку instagram.ru. Обратите внимание, что Инстаграм 2М на конце. То есть ссылка такая. Вот мы находим, ну, допустим, я взяла Ксюшу Бородину, да, нашла вводить Бородуля, у нее такой ник, и вышло несколько Бородуль. Так вот, Бородуля, которая мне нужна, она вот именно вторая, я указала стрелкой, да, я нажимаю на нее, и я оказываюсь у нее на странице. Что я делаю дальше? Я, естественно, в первую очередь жму кнопочку «Подписаться» и смотрю. У нее почти 2 миллиона подписчиков. Если я нажму на вот эту кнопочку «Подписаться» и на стрелочку, то вылезут такие рекомендации. Вообще, обычно я всегда начинаю подписываться на знаменитости именно таким способом. Я не ищу каждый ник и не ввожу его в лупу, да, чтобы искать. Я подписываюсь через рекомендации. Через рекомендации Бородулиной вы попадете к Виктории Боне, в дом 2 и там еще какой-то Виктории. То есть прямо заходите к этому человеку, только обязательно заходите к нему, к этому человеку на страницу. Не надо нажать сразу подписаться, да, вот как на втором стороне есть сразу такие менюшки, да, подписаться. Не нужно сразу подписываться, мы должны убедиться, что человек популярен. Ну да, скорее всего, у него будет очень много подписчиков, но я подписываюсь, как правило, на тех людей, у которых подписчиков не меньше 100 тысяч. Ну, там обычно указывается 100 и К. Буквочка К стоит такая английская. Вот, то есть ищите популярных людей. Пусть это будут не только там певцы, актеры и, извините, у меня мною ненавистные участники Дома 2, потому что я просто не очень люблю эту передачу, так скажем, мягко говоря. Но, тем не менее, она помогает нам работать. Вот, то есть вы можете также подписываться еще и на моделей, на футболистов, на гимнасток, ну, в общем, на любых спортсменов, на каких-то журналистов очень популярных, на телеведущих. То есть не ограничивайтесь просто актерами, там, певцами. Ну, я еще, кстати, подписываюсь также и на знаменитости, которые находятся за границей. У них тоже очень много российских подписчиков, и там меньше спамят. То есть там он меньше блокирует, потому что иностранная звезда не всегда понимает, что там написано моими русскими буквами у него в комментариях, да, то есть поэтому она меня не блокирует. Редко там они лезут в переводчик, чтобы перевести мой комментарий. То есть там практически нет блокировок, но русские люди сидят, их очень много. Вот я помню, если не вспомню, кто из новичков, но пришел, он был подписан на Спилберг, на Сашу Спилберг. Хотя я так понимаю, что она в России очень известна, да, то есть у нее много подписчиков из России. То есть не ограничивайтесь Россией, обязательно подписывайтесь на знаменитости из других стран. У них прям, кстати, в комментариях заходишь, и у них бывает прям много-много языков. Там и арабские, какие-то иероглифы, там, ну, то есть прям действительно
аудитория. Так, чтобы сделать синхронизацию профилей, зачем она нужна? Нужна эта синхронизация профилей для того, чтобы вы могли убивать 4 зайцев одним выстрелом. После того, как я установила Инстаграм, я ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере и вообще не публикую никаких новостей. Все идет просто до комментов я дойду. Давайте с самого начала я расскажу, что делать, потому что здесь действительно есть такие люди, которые вообще не имеют ничего общего с Инстаграмом, да. Кто-то уже знает, как рыба в воде, но тем не менее я все до всего этого дойду. Итак, синхронизируем с контактом, с Фейсбуком и с Твиттером. Кстати, это вот я давно делала вот эти скрины тоже для своих новичков. Там уже еще немного публикаций, у меня 14 публикаций, Марина Клин, 1987, да, 27 подписчиков, совсем немного еще, там сейчас у меня уже порядка 200 с лишним, 300 подписчиков. И вот вы видите, да, наглядно, что у меня отображается ссылка на мой сайт внизу. И вот я пишу: помогу научиться зарабатывать в интернете без вложений легально. Подробнее напишу на почту или оставляйте свои адреса в комментариях или заходите на сайт. То есть примерно такой текст вы можете тоже разместить у себя в профиле в разделе «О себе». Итак, синхронизируем профиль. Заходим вот в эти точечки, которые указаны справа вверху, и находите в настройках такой пункт «Связанные аккаунты». Жмете на него. Далее вам вылезет такое окошечко. У вас тут будут ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Нажимаете на название каждой из соцсетей, и в появившемся окне, там будет вылазить окошечко, у каждого вы вводите свои данные для входа на те сайты. То есть логин и пароль тех соцсетей. Авторизуетесь, и когда вот такие соцсети станут галочками синенькими, да, то значит эти профили привязаны. Ну и как их применять? Допустим, вы публикуете какую-то новость одну, да, вы публикуете ее через Инстаграм, загружаете фотографию, это какая-то простенькая фотография, добавляете комментарий может быть вообще любого размера, то есть, по-моему, нет там ограничений по количеству символов. Добавляете комментарий, пусть это будет поздравляшка, или это будет информация о работе, или это будет из дневника успеха какая-то картинка, то есть неважно, в принципе, публикуете, да, и нажимаете на все названия соцсетей. ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук. Если у вас есть аккаунт, допустим, ВКонтакте, но нет в Твиттере и в Фейсбуке, можете авторизоваться пока только ВКонтакте. Потом заведете в Фейсбук и Твиттер и уже синхронизируете с ними. То есть не обязательно все 3 сети сразу синхронизировать, можно по одной постепенно. И вот вы нажимаете на каждую из сетей, и вот только тогда, когда они станут голубенькими, опять же, да, вы смотрите на следующем скрине, они стали голубенькими. Все, после этого жмем на галочку справа вверху, это значит уже публикация. После этого ваша новость разлетится по всем аккаунтам, которые вы синхронизировали. То есть убиваем 4 зайцев одним выстрелом. Одну неделю даем страничке обжиться, публикуем новости вот таким образом. То есть вы можете в контакт уже не лазить, чтобы добавлять новости, можете только добавлять друзей. В Фейсбуке, в Твиттере то же самое. Можете публиковать все в Инстаграме. Почему я рекомендую сразу размещать вот такие новости? Дело в том, что у нас в Инстаграме, кто уже работал там, тот видел, что практически у каждой звезды есть комментарии о работе. Нас таких очень много, реально очень много. Вот я вчера тоже зашла в такой рейд, сделала вот таким же людям, которые размещают такие аккаунты. У большинства людей на страничках одно и то же. И знаете, что это? Это, вот знаете, такие открытки или картинки из интернета, где там мама с ребенком с ноутбуком, или какой-нибудь мужчина, который взбирается по лестнице с дипломатом, и написано «работа в интернете». То есть, извините меня, кто так делает, но это очень выглядит дешево. Вы скачали с интернета какую-то картинку, в пейнте написали какую-то замануху, не знаю, доход какой-то. По мне, так это дешево выглядит. Вот если вы так делаете, исправляйтесь, потому что реально я вот тоже с людьми общаюсь, которые ко мне пришли из Инстаграма. Они мне говорят, что они пришли на мою страничку именно потому, что их зацепили мои публикации. То есть у меня не примитивщина, которая у всех, да, а вот именно моя история, те же самые поздравления, которые вы публикуете в Одноклассниках, ВКонтакте. То есть то же самое, только в Инстаграме. Те же самые поздравляшки, те же самые хэштеги
Все это я делаю, у меня очень много публикаций, и также я добавляю свои личные фотографии. То есть бывает, что я там, ну, то, что на бегу сфотографирую что-нибудь и добавляю. То есть страничка живая, я живой человек, у меня живые партнеры, которых я поздравляю. В Инстаграме этого мало, поверьте. Если в Одноклассниках, там, ВКонтакте таких страниц уйма, то в Инстаграме этого мало. Я вот вчера прям по всем тем, кто предлагает работу в комментариях, прошлась, у всех практически одно и то же. Вот эти картинки с дешевыми надписями. То есть, если у вас эти надписи есть, оставьте страничку на неделю. Наполните ее таким контентом, который у вас сейчас в ВКонтакте или в Одноклассниках. Те же самые новости публикуйте. И поверьте, к вам людей намного больше пойдет, потому что вы будете выделяться из толпы. То есть вы будете такими, какие там вот все эти Зевсы и Экспресс-карьера и другие команды, которые работают также на компанию Oriflame. Вот, то есть я делаю так, у меня очень хороший поток людей с Инстаграма, я рассказываю, как я делаю. Ну, если не хотите исправляться, можете работать дальше. Итак, я рекомендую после регистрации в Инстаграме оставить на неделю страничку. Дайте страничке обжиться, дайте ей раскрутиться. Подписывайтесь пока на знаменитостей, публикуйте новости, не лезьте сразу с первого дня ВКонтакте, вот, в комментарии, то есть не надо этого делать. С Инстаграма, ну, если я хорошо порекрутировала, там буквально там 20-30 минут посидела, с 2 аккаунтов поразмещала комментарии, я потом статистику проведу, сколько комментариев можно разместить, то у меня обязательно 1-2 реги точно будет. Ну, точно, я говорю, 15-20 минут я посидела, у меня 1-2 регистрации будут 100%. Вот. Но я стараюсь работать не каждый день, а через день. То есть я берегу странички свои, потому что действительно сейчас в Инстаграме прям ужесточили в последнее время вот эти требования по размещению комментариев. Двигаемся дальше. Итак, дальше. Хорошо, страничка обжилась. Готовим комментарий. То есть, ну, пока страничку там создали, новости публикуете, готовим комментарий. На ПК, ну, то есть на своем компьютере, ноутбуке, на Яндекс.Диске, где удобно вам, создаете документ Word. Обычный документ, там печатайте готовые комментарии, не меньше 15-20 штук, чем больше, тем лучше. Креативьте, чем разнообразнее, тем лучше. Я еще раз повторяю, не надо писать такие же комментарии примитивные, которые пишут Экспресс-карьера и там, Зевс и так далее. То есть работа онлайн, работа подработка. Пишите что-то интересное, заманивающее. Например, хочешь стать финансово независимым, тогда тебе к нам. Или присоединяйся к нашей команде, мы успешные предприниматели. Ну, то есть вообще то, что вашей душе угодно, то и печатайте. Ваша задача выделиться из толпы, потому что действительно конкурентов у нас очень много. Я даже, знаете, одно время, что-то у меня такой был комментарий смешной. Я писала, я волшебная фея, помогаю реализовать мечты в реальность. Ну, то есть что-то такое, то, что просто хотя бы, чтобы человек, ну, стало интересно ему, и он, чтобы зашел на вашу страничку. А дальше ваша страничка сработает на себя. Привлекайте людей. Не избегайте слов работа, интернет, онлайн, потому что такие, во-первых, комментарии очень быстро блокируют, а во-вторых, ну, действительно, людям такие комментарии приелись. Дальше. В телефон необходимо установить программу для редактирования файлов Word. Я не знаю, вот как вот в айфонах, айпадах, да, но вот у меня на андроиде, у меня не читают, точнее, у меня открываются документы вордовские, но их нельзя, из них текст нельзя копировать. Я установила туда программу Word 2014, и тогда вот я могу редактировать эти документы и также копировать из них текст. Ну, то есть попробуйте. Если у вас сам телефон даст комментарии эти копировать, да, из Яндекс.Диска с документов с Word, то все нормально. Если нет, то тогда устанавливайте вот такую программку. Она также в Play Market или App Store есть. Все, комментарии вы подготовили. Я говорю, не меньше 15-20. Ну все, пошли спамить. Именно спамить я называю это спамом, потому что действительно мы спамим на страничках знаменитостей, ну, у них так все хорошо, они хорошо живут, нам что делать? Мы пользуемся их личным брендом. Это совсем не страшно, совсем неплохо, куда деваться. Итак, копируем комментарии с диска, да, со своего документа с Word, и публикуем под теми фото, которые были добавлены более часа назад. Лучше, чтобы 2 часа назад. Если у вас на страничке уже очень много знаменитостей, то есть если вы подписаны на 200, на 300 знаменитостей, то вам там 1 час, может быть, там около 150 фотографий выдать, да, и то есть вам уже есть куда публиковать комментарии. Если вы
будет трудновато. Поэтому в ближайшую неделю просто подписывайтесь на знаменитости, чтобы их было очень много. У меня на одной странице около 500, по-моему, знаменитостей, но это не предел, можно и больше их найти. Вот. Ну, то есть, как комментарий мы публикуем. Вот видите, да, под комментарием есть значок сердечко и вот такая выноска текста. Комментарий публикуется вот именно на той кнопочке, которая выноска текста. На нее вы нажимаете, вставляете свой текст, который вы скопировали с Яндекс.Диска, и публикуете комментарий. Итак, один комментарий можно размещать под разными фотографиями 2-3 раза, не больше. То есть вы скопировали с Яндекс.Диска один комментарий, прокомментировали 2-3 фотографии, дальше опять идете в Яндекс.Диск, копируете следующий комментарий и опять публикуете его под следующими фотографиями. И так вот по статистике, да, если вы публикуете один и тот же комментарий 2 раза, и у вас готовых комментариев 15, то вы опубликуете 30 комментариев, это немного. 3 раза публикуете 15 по 15 комментариев, 45. Но если вы 3 раза публикуете комментарий один и тот же, и у вас заготовок 20, то здесь уже серьезнее цифры, да, то есть вы можете разместить примерно за 15-20 минут 60 комментариев. На них будет порядка 60 откликов, можно так сказать. То есть это такая средняя статистика, как показала практика. И бывает такое, что Инстаграм пишет, что в этом комментарии заблокированы материалы, и вам нельзя опубликовать такой комментарий. Тогда все просто, мы просто меняем русские буквы на английские. Этот прием вам давно уже известен, кто работает с электронной почтой по рассылке бизнес-предложений, да? То есть в бизнес-предложении мы тоже меняем русские буквы на английские, это будут буквы А, О, Е, буква С и другие. Также меняем букву в этом комментарии, и он проходит. Если у вас нет, ни в коем случае не ставьте ссылки на свой сайт, потому что действительно сейчас очень жесткие требования в Инстаграме. Просто пишите заманчивый комментарий, чтобы люди к вам заходили. Они к вам зайдут и сразу увидят ссылку. Или фотографии ваши увидят. Очень, кстати, хорошо идут люди, знаете, на какие фотографии? Вот у меня в Инстаграме выложено несколько фотографий с доходами партнеров. Вот они под ними вот реально большинство комментариев вставляются. Ну вот прям действительно только разместила, хэштеги сделала, и буквально там через 2 часа у меня там 1-2 комментария появляются. То есть очень хорошо люди идут в Инстаграме на доходы партнеров, то есть на скрины. Инстаграм можно скачать на любой телефон, который на платформе Android или на платформе iPhone, да, вот этих заманивающих комментов. Да, вы креативьте, их очень много можно придумать. Я, кстати, постоянно их меняю. Вот я, допустим, сделала 15-20, поработала на них 2 недели, потом их маленько поменяла там или добавила новые. Но примерные, я озвучивала примерные. Ну, примерные такие, например. Хочешь работать без начальника, без будильника и понедельника? Заходи на мою страницу, учись там зарабатывать. Или хочешь работать в интернете, но постоянно натыкаешься на пирамиду и лохотрон, это не мы. Или учись достойно зарабатывать с нами. Ну, то есть такие комментарии какие-то нестандартные. Не пишите просто работу, предлагаете. Или пишите, кто-то, я, кстати, видела, по-моему, из нашей команды писал тоже что-то такое, я мама в декрете, зарабатываю дома. Ну вот пишите что-то вот такое, да, то есть не просто работу, предлагаем работу. То есть, вот смотрите, то есть если комментарий не проходит, вы просто меняете буквы, и так до бесконечности можно эти комментарии использовать. У меня такое бывает, что там заблокируют один комментарий, его потом неделю нельзя опубликовать, я буквы меняю, он проходит. У кого допустим, скажем, телефон позволяет клавиатуру установить, да, вот где красивые бантики, короны, там, чемоданчики, сумочки, то есть нестандартные смайлики, где есть. Публикуйте вокруг своего комментария еще вот эти смайлы, они визуально привлекают внимание читателей. У кого клавиатура не позволяет, ну, просто пишите какие-нибудь смайлы, там, или собак там наставьте много, там, или долларов наставьте. То есть, чтобы как-то выделить свое объявление. О, Ольга Соколова, ну да, молодец. Ну, то есть тоже креативный человек, то есть кто-то придумывает что-то не совсем стандартное. Вот. Регистраций с Инстаграмом много. У меня в основном идет поток людей либо из
предлагала заниматься парфюмерией, торговать, так скажем. И у меня там было какое-то количество друзей из моего города. И вот я потом на этой странице долго-долго не работала, а потом, вот, когда вот в Oriflame устроилась, я эту страницу разморозила, восстановила, и теперь у меня вот эти вот ачинские люди моего города тоже бывает иногда откликаются. И, кстати, спрашивают, откуда я у вас в контактах, откуда вы у меня, я не пойму. Но они же не знают, что я там парфюмерией раньше пыталась торговать. Я в проекте 4 месяца, скоро будет 4 месяца, 24 марта. 9%. В этом каталоге надеюсь на 12 выйти. Нет, рост, конечно, у меня не такой сногсшибательный, как, например, у Юрия Лелека, но, тем не менее, я так потихоньку ползу. Просто у меня, знаете, первое время, по крайней мере, первые там 1,5-2 месяца, у меня спонсорская ветка такая была, так скажем, не очень активная, потому что, во-первых, Люба мало туда регистрации делала, потому что у нее было на тот момент 4 ветки, понимаете, чтобы в каждую ветку успеть сделать регистрацию, это надо очень много рекрутировать. Вот, поэтому первые 2 месяца, так скажем, я раскачивалась, но потом и спонсорская ветка подтянулась, и все стало здорово. Сколько процентов стоит, что создать аккаунт? 100% всем нужно создать аккаунт в Инстаграме. Это, знаете, как пить дать. Так, материал, конечно, куда деваться? Все живут, как хотят, хоть жить, умей вертеться. Ну, понимаете, мы же не в личку людям пишем, а вот звезды так все хорошо, я думаю, это для них только вот большее привлечение подписчиков, им тоже это на руку скажем. Поэтому не переживайте, звезды переживут, а заинтересованные люди нас найдут. Наша задача, так скажем, дать информацию, где нас найти. Ссылка на сайт. Ну да, вы можете либо ссылку на сайт воронку разместить, либо ссылку на свой блог, здесь не важно. Итак, собираем отклики. Как обычно приходят отклики в Инстаграме? Они обычно приходят вот сюда, вот видите кругляшок, и там сердечко внизу. Вот это там, если там зелененькая в серединке зажигается, значит у вас либо новые комментарии, либо новые подписчики. Вы знаете, я особо сильно не заглядываю, если я в Инстаграме не работаю, я туда не хожу. Но у меня приходит оповещание с Инстаграма, что ко мне кто-то подписался, там кому-то фотографии нравятся. Вот каждый день, целый день, вот я, допустим, даже 2 дня не работаю, мне все равно кто-то подписывается постоянно тебе. То есть кто-то по хэштегам меня находит, кто-то по комментариям, потому что в некоторых комментариях я оставляю даже на старых фотографиях, где уже практически никто не комментирует после меня, и он у меня висит последним комментом. Спонсорскую ветку идет только спонсор, не надо туда лезть. Но если вы работаете по чернобыльской морковке, то у вас все нормально. Итак, как вы получаете отклики? Это могут быть комментарии. Вот, да, видите, пример я скрина сделала. Вот тут написала адрес электронной почты. Вот тут, да, видите, 2 адреса. Кто-то подписался пока просто на меня. Кто-то спросил у кого-то, кто спросил уже, и что это, видите, да, как прокомментировал Анбублик, что это такое, типа вот у меня это Анбублик заранее спросила, и больше вот, получается, это спрашивает. Ну, и она тоже запросила подробности. Либо адреса почты, либо вы увидите ссылки на страницы в соцсетях, они могут скидывать, либо пишут в свой Viber, либо WhatsApp. Вот я, кстати, только благодаря Инстаграму установила 2 вот эти программы, Viber и WhatsApp. Ну, Viber, конечно, более современная программа. Кто-то пишет логин Skype, но это крайне редко. Прям Skype вообще очень редко пишут. В основном адреса почты или ссылки. Ну и также вы можете наблюдать, как вы порекрутировали в Инстаграме, посмотрев, сколько у вас просмотров стало после вашего рекрутинга. Да? То есть вы заходите в статистику сайта или блога и смотрите. Я говорю, просто примерно 15-20 минут рекрутирую, что 50-60 просмотров сразу появляется. Ну, буквально там за час. Так, дальше двигаемся. Что с теми откликами делаем? На каждый отклик, пожалуйста, отвечайте. Во-первых, чтобы знать, кому вы ответили, кому вы не ответили. Я обычно после того, как отвечаю человеку, я удаляю его адрес почты, потому что заметила, что на мою страницу стали шастать люди из других проектов. Ну, даже бывает такой наглости доходит, что они меня под моими комментариями пишут, там, свою работу предлагают. Я им, конечно, блокирую, пишу, там, извинитесь, так некрасиво делать, не извиняются почему-то. Ну, я, кстати, в вежливой форме это говорю. Вот, поэтому
удаляю адреса почты, чтобы вот такие шастальщики на мою страницу тоже не стали отправлять свои предложения на почту тех людей, которые заинтересовались именно моим предложением, да, то есть понимаете, то есть все контакты, которые вам дают люди посторонние, удаляйте их по мере того, как вы отвечаете на отклики. Да, вот мне отправили адрес электронной почты, я пишу, отправила вам информацию, все, удаляю этот комментарий потом постепенно, да, чтобы... И также человек увидит, то есть я ему ответила, он увидит, что я ответила ему на его комментарий, отправила ему информацию. Если он не получил, кстати, они бывают, что ничего не получил там, может быть ошибка в адресе, там, или может быть письмо в спам улетело, то есть вы проверяете. То есть человек уже в курсе, что вы ему отправили, он будет искать у себя на почте целенаправленно. Я отправляю стандартное бизнес-предложение. Если до объявления отправляю, вы оставили отклик нашей вакансии и рассказываю, да, о работе, то с Инстаграма я пишу, да, вы сделали запрос о работе, если делали это не вы, просто проигнорируйте письмо. Вот, потому что несколько раз были такие случаи, когда я слала письма, а они уходили, у меня даже фотография высвечивалась человека, знаете, там, вот, когда вот отправляешь в почте, в Яндексе появляется фотография человека, если она установлена, а человек, оказывается, ошибку в адресе допустил. То есть у меня письмо попало вообще к какому-то левому человеку, и оно было доставлено с фотографией, да, и второй тоже, получается, потом, я ошибся и написал мне другой адрес. То есть письмо прилетело левому человеку. Я думаю, вот списку такую тоже нужно будет делать, что если попало вам письмо случайно, то, пожалуйста, проигнорируйте его, потому что люди могут там спам его отправить, да, и потом ваши все письма будут в спам идти. Вот. Ну, то есть я, в принципе, шлю стандартное бизнес-предложение, которое шлю всем заинтересовавшимся. Там у меня ссылка на блог, там где форма есть. Так, то есть как ответить заинтересовавшемуся в Инстаграме через кнопочку «Ответить». То есть вы нажимаете на комментарий, да, допустим, вот на Женя 260713. Я нажимаю на этот комментарий, у меня вылазит такая менюшечка «Удалить», «Удалить, пожаловаться», «Ответить», «Пересмотреть профиль», «Копировать текст». Жмем «Ответить» и отвечаем человеку. Ну, а потом этот комментарий можно удалить. Ну, думаю, в принципе, с Инстаграмом тут все понятно. Уже так как собрать отклики, я думаю, пожелаю перейти... давайте, у кого вопросы есть, да, сразу задавайте по Инстаграму еще, потому что с Инстаграмом мы закончили. А дальше расскажу немножко про контакт, как сделать так, чтобы вас не блокировали ВКонтакте. Для кого-нибудь что-то новое было по Инстаграму? Какой вот тогда вопрос? Или вы так же работаете, как я рассказала? Я надеюсь, что мои советы вас оберегут от спама, от блокировок, потому что с каждым днем работать в соцсетях становится все сложнее и сложнее. Дело в том, что одноклассники, например, тоже сегодня кто-то писал в чате, что в одноклассниках там сразу заблокировали, даже просто вы никому отмечали на фотографиях людей, вас сразу заблокировали за это. Так, новое было, вопросов нет. Запись потом, пожалуйста, пересмотрите. Так, развивайте свою страничку, потому что у вас там тоже уже есть подписчики. Так, Степанова Светлана, почему не удалить? Вы просто нажимаете на человека, да, на комментарий этого человека, и должна вылезти менюшка «Удалить комментарий». И нажимаете. А что вы лайкаете, когда нажимаете? Просто иногда бывает, он сразу перекидывает вас на профиль человека. А хэштеги можно найти любые. Я вообще, кстати, не заморачиваюсь. Перекидывать на человека, значит, вы жмите немножко ниже комментарии. То есть вы, получается, жмете на его профиль. На его имя жмите как-то чуть как бы пониже комментария этого. И тогда он не захватит профиль. Значит, найти хэштеги можно будет на том сайте, на котором я вам давала, да, вот в начале, там, где подписываться на знаменитости, я надеюсь, вы записали этот сайт. Инстаграм с 2 М на конце, .com. Нет, я рассказывала, как работать только с телефона. С компьютера я не работаю, если честно, даже тонкости работы на компьютере не знаю. Кто знает, может там напишите, как это делать. Ну вот, Наташа нашла выход, например. То есть, если не можете удалить комментарий с телефона, удаляйте с компьютера.
устанавливать не надо, там просто можно на сайт прийти, на Инстаграм авторизоваться, и будет то же самое, только там фотографии нельзя размещать. Это упрощенная версия Инстаграма. Если скачать эмулятор, то можно работать как с телефона, но это, по-моему, посложнее. Это в чатах спросите, кто работает. По-моему, есть реально много людей, кто работает с эмуляторами. Но у меня быстрее с телефона, поэтому я пишу с телефона. Выбирайте способ, который вам удобнее. Я вам основу рассказала, вы можете также копировать с вордовского документа, да, и вставлять в компьютере. То есть на компьютере работать. Быстрее. Мне быстрее с телефона. Мне удобнее. Там тем более смайлики красивые можно добавить. В Инстаграме у меня 2 страницы, одна страница на телефоне, другая на планшете. Я работаю попеременно. День на одной, день на другой. Или, допустим, утром на одной, вечером на другой. Если там прям весь день собираюсь Инстаграмом заниматься, то работаю попеременно то на одной, то на другой. 2 страниц мне достаточно, в принципе, для потока регистрации. То есть я стараюсь, чтобы меня просто не блокировали. Иногда могут там запретить комментировать на сутки, но это не больше, то есть это не страшно. Я за эти сутки на другом своем аккаунте работаю. Вот смайлы, я говорю, только те, у кого установлена клавиатура. Вот у меня на планшете есть клавиатура с красивыми смайлами, а на телефоне, на Samsung Galaxy, у меня там нету смайлов. Я поэтому там просто либо собак, много-много собак ставлю, либо доллары ставлю, либо большими буквами пишу. Так, еще вопросы? Сразу, чтобы перейти уже к контакту. Все, нет вопросов, продолжаем. Сейчас я скажу тоже новое кое-что по контакту, но не знаю, пригодится вам это или нет, потому что я своим новичкам стала говорить именно так, как вести страницу ВКонтакте. Итак, начало работы ВКонтакте. Те, у кого еще нету страницы, или там те, кто только начинает рекрутинг, да, сразу скажу, что вы создаете страницу ВКонтакте. Номеры телефонов, если вы не имеете, то вы покупаете их виртуальными на сайте онлайн-сим или смс-лет. Кто не знает, в чатах или у спонсора своего можете спросить. Я уже говорила, я на 9%. Видимо, вы не с самого начала. И неоднократно. Я менеджер 9%. Итак, загружаем свои фото. Кто стесняется свои фотографии загружать, я сразу скажу. Не стесняйтесь, вы можете просто сделать, указать другой город, указать другую дату рождения, не знаю, сделать другую фамилию, и вас не найдут ваши знакомые, не переживайте. Тем более вы же не занимаетесь таким лохотроном, вы же не предлагаете людям какую-то какашку, как вот любит говорить Алена Родионова, мы же не предлагаем какашку, мы предлагаем легальный бизнес, поэтому нечего тут стесняться. Если вы боитесь так, вот давайте ответьте в чатах, или я потом в конце уже объясню, да, вот раз остаются ваши вопросы. Пока вот сейчас начну уже по контакту, чтобы не сбиваться с мысли. Итак, ну вот, кто фотографии свои загружает, не боится, тот молодец. Я вас таких очень хвалю и люблю. Для своего альбома я предлагаю брать у Алены Ивана Родионовны. На странице у них очень красивое большое портфолио уже есть в альбомах. То есть, естественно, вы можете там брать, допустим, альбом назвать «Моя команда» или «Моя работа» и сделать очень там красивые фотографии, взять у Алены и у Ивана. То есть это будет какое-то такое мини-представление вашей команды. Надеюсь, Алена не будет против. Алена здесь находится. А то я так сейчас всем расскажу. Итак, город, дату рождения, место учебы можете указать вообще любые. Вот у меня одна страница Екатеринбург, а вторая страница, по-моему, Ижевск, что ли, ну, я уж не помню, если честно. То есть у меня мои знакомые, в принципе, не могут найти. Во-первых, они все знают мою настоящую фамилию, потому что все больше знают меня по девичьи. Если вас больше людей знают по девичьи, пишите девичью. Ой, пишите наоборот фамилию у мужа, например, у женщин. Если парни, то пишите там какой-нибудь ник, имя, например, и ник, если стесняетесь. Дату рождения указывайте любой, какой вздумается. На страницу вот первое время, когда вы начинаете раскручивать страничку, публикуйте вообще все подряд. Делайте какие-то репосты популярных групп, там что-нибудь, 9 палата номер 6, очень популярная там группа, да, или тематические какие-то рецепты, вот женщины много публикуют. В принципе, первое время вам все равно, что у вас будет опубликовано на странице. Вам сейчас просто главное, ну, так скажем, набрать людей. В профиле можно указать ссылку на сайт или блог, как бы так ненавязчиво, но
про работу в себе ничего не пишем, никаких статусов о работу, ничего там не публикуем. Дайте ссылку на свою страницу спонсору и в чат, пусть коллеги добавятся, чтобы начать работу сразу в ВКонтакте, да, чтобы у вас были люди. Наберите 100 друзей по группам игр и по группам добавь друзья. В вебинарах форума по этой теме я не буду углубляться, как добавлять друзья по группам и по группам добавь друзья, потому что в чатах тоже ссылки, записи этих есть. То есть это отдельный вебинар. То есть вы этим способом добавляете таких же, как мы, там, или продавцов каких-то. В принципе, вам эти люди не нужны. То есть только для количества, чтобы начать раскручивать страничку. Не увлекайтесь этими группами, не надо много друзей добавлять таким способом. С них толку нету, это тот же самый Зевс, это экспресс-карьера вам, это деньги дома, это торговцы парфюмерией, одеждой и косметикой, всем вам там добавляются. Вам они нафиг не нужны. Поэтому много не добавляйте. Ни слова про работу, тем более про рекламу. Что делать? Как делать так, чтобы добавлять страницу и не спамить? Вот я привела пример моей страницы, это совсем новая страница, я тут еще совсем, так знаете, как-то руки не доходят ее начать раскручивать. У меня тут 25 коллег, да, вы сможете наблюдать, 188 друзей всего. Тут мои всякие, я разместила ники Skype, Instagram, Twitter, Facebook, сделала ссылку на веб-сайт. И вот у меня тут Тюмень, родной город, да, а город, в котором я сейчас живу, это Екатеринбург. Совершенно неправда, то есть мои знакомые меня по этим данным не найдут. Группы, если вы стесняетесь ваших групп, допустим, у меня компания Reflame, это наш бизнес, да, настройки приватности заходите и скрываете группы от других людей, то есть никто не будет видеть, в каких группах вы состоите. Мои настройки, вот видите слева в меню, да, самые последние мои настройки, там есть настройки приватности. Я рекомендую скрыть группу от людей, потому что там действительно и добавь друзья, и вот всякие заработок в интернете, и чего там только не будет. Зачем чужим людям знать, чем вы там занимаетесь для начала, да? И вот как мы начинаем добавлять друзей. Вот у меня страница, вот, да, видите, какие записи указаны. Что тут там, я делаю репост записи какого-то пользователя и пишу свой комментарий. Допустим, тут какие красивые, да, фотографии. То есть люди любят, когда их репостируют, их лайкают, когда им, так скажем, льют сладкий мед на душу. Делайте репосты, комментируйте хорошими такими какими-то комментариями, делайте пометки свои, и после этого добавляйте в друзья. То есть после этого человек вам охотнее добавится, если это просто обычный реальный человек, не какой-нибудь там торговец или также работник по интернету. Вот, то есть добавляйте друзья, это будет долго, но это будет качественно. Поверьте, вы наберете хороших, качественных друзей. То есть важно, давайте вот сейчас все пункты, чтобы вас не спамили, чтобы вас не блокировали, и чтобы друзья были у вас хорошие в друзьях. Как-то в тавтологии заговорила. Итак, ищем друзей либо через поиск в сказанном городе, который вы у себя на странице, да, написали, потом через общих друзей уже. Если к вам добавился какой-то хороший, реальный, обычный человек, там, никакого у него спама там на странице нет, вы проверяете каждую страницу. Это будет долго, но это будет очень эффективно. Потом заходите в его друзья и добавляете его друзей. У того человека, которому отправите заявку, да, у него отобразится, что у вас есть общий друг. Тогда он тоже охотнее добавит вас в друзья. Иногда бывает так, что человек, что-то, может быть, лицо знакомое, Екатеринбург же, там, да, из моего же города, может быть, и знаю, стыдно как бы не знать, и добавляет. То есть, допустим, если своего города указанного добавляете, что действительно могут люди вас, думать, что они вас не помнят, там, или вы сильно изменились, то есть выгодно так делать. Можно в популярных группах искать людей, да, вот я говорю, там, те, с которыми там несколько миллионов подписчиков, действительно, там тоже можно заходить в подписчиков или в участников группы и просто добавлять друзей. И тогда, когда, допустим, вы добавили какого-то человека, и он вам пишет, мы вам с вами знакомы, вы отвечаете, наткнулась на вас в одной группе, там, или в популярных новостях, понравились ваши новости, фото, ничего, что напрашиваюсь к вам. То есть вы ведете какой-то непринужденный тон. И пишите, вот знаете, тоже покажусь, наверное, грубо сейчас, но кто так делает, извините меня, реально, избитые повсеместно все пишут, рады видеть в своих друзьях такого-то позитивного человека. Действительно, я извиняюсь перед теми, кто так
пишет, но правда, мне вот уже, как бы, допустим, если в друзья просятся люди, я уж не смотрю, кто там просится. Я добавляю. А ко мне такие же зевсы или флейчики просятся. И вот они мне пишут: рада видеть в друзьях, у себя, там, вот каждая вторая это пишет. Поверьте, вас сразу раскусят. Ну, сразу вас раскусят, что вы там работу хоть собираетесь предложить. Поэтому не пишите так, будьте также оригинальны. Так, я Марина Климова из Екатеринбурга, если кто хочет найти меня. Марина Климова, Екатеринбург. По-моему, сейчас вот такая рабочая страница есть. Вот. То есть я вам говорю такие вот реальные вещи, которые, ну, прям за глаз цепляются очень сильно. И все, вот если вас человек там спрашивает: мы знакомы, а вы ему тут пишете: рада видеть, все, вы в спам попадете сразу, поверьте мне. То есть я вот просто проходила через это, я задолбалась в этих блоках вот вытаскивать, вылазить, так скажем, поэтому делаю совсем по-другому. Я теперь пишу там, да, наткнулась на ваши новости, там, в популярных новостях, там, да, знаете, есть такая вкладка «Популярные новости» там, или «Популярные фотографии». Или там в группе вас нашла случайно, вы мне там понравились. Вот, ну, то есть, ничего, что там напрашиваюсь к вам, вот так вот, просто обычным тоном, не надо никакого делового тона вести. Там, не делайте какой-то там важность из этого сообщения, просто обычный человек, вы обычная девушка, обычный парень. Все, чем проще, тем лучше. Так, почему блокируют, как этого избежать? Да, действительно блокируют очень много. В чем отличие ВКонтакте от Одноклассников? ВКонтакте за единственную жалобу, если хотя бы один человек, которого вы позвали в друзья, нажмет на «пожаловаться» или «спам», все, вы в блоке. Один человек. В Одноклассниках, там, по-моему, 10 человек должно нажать на клавишу «спам», и только тогда вас заблокируют. ВКонтакте в этом плане сложнее работать, но мы находим выходы. Действительно, людей достали предложения тех, кто некорректно работает. В нашей команде не принято писать в личку сразу после того, как человек добавился. Если он не заинтересовался, если его не привлекли какие-то перспективы, которые вы указываете на своей странице, не нужно ему писать в личку самостоятельно, не надо. Люди будут жаловаться. То есть, не увлекайтесь также комментариями в группах, которые не предназначены для публикации объявлений. То есть ВКонтакте это делать опасно, будет блок. Публикуйте свои объявления о работе на досках, то есть в группах доски о работе. Там их уйма, просто там тысячи там, этих групп, реально их очень много, групп о работе. То есть просто в поиск вводите и пишите там. Пока не наберете хотя бы 500-800, не удивляйтесь таким суммам. Не надо там 100-200 людей, друзей набирать и начинать работать, там, поздравляшки кидать там, и писать статусы о работе. Пусть это будет дольше, но тем не менее вы должны понимать, что страница ВКонтакте – это ваше долговременное вложение ваших сил, вашего времени. То есть тем больше вы потратите качественно, развивая свою страницу, тем проще вам будет работать в будущем, через 3-4 месяца, через полгода. У вас будет в друзьях, представьте, 500 потенциальных конкретных людей, которые готовы работать там, или смогут заинтересоваться. Не такие же, как мы, которые предлагают работу, не просто там какие-то лохотронщики из Зевса, МММщики и так далее, и не те, которые торгуют одеждой, там, товарами всякими разными. То есть вы потратите уйму времени сейчас, чтобы развить страничку, но зато потом это вам вернется вполне очень-очень прям хорошо. Поэтому 500-800 реальных друзей надо набрать вот именно ручным способом. Не всех подряд добавлять, а заходить на странички, лайкать, делать репосты, комментить и проситься в друзья. Если вы хотите сделать качественную страницу, то какой способ для вас? Если вы хотите одномоментных откликов, то создавайте сразу штук 10 страниц и с каждой страницы, ну, там, спамьте, не страшно, всех друзья подряд добавляйте. То есть не меньше 10 страниц тогда должно быть. Если вы хотите сделать качественно, хотя бы одну страницу то такую сделать надо. Вот, поэтому я тоже так вот столкнулась с тем, что меня постоянно спамят, и думаю, блин, как же делать-то? И я поудаляла все свои статусы, поудаляла все свои фотографии, которые там с поздравляшками с работы, и начала просто тупо комментировать чужих людей. В Одноклассниках, кстати, охотнее люди соглашаются на дружбу, я уже в Одноклассниках тоже такой метод испытываю. Там реально люди быстрее добавляют, их больше добавляют. Не знаю, с чем это связано. То есть я делаю то же самое, только я там делаю не репост, а ставлю класс, да. Это то же самое, что и репост ВКонтакте. То есть у меня появляется новость на моей странице. Вот, поэтому я говорю, что такой метод, он, конечно, затрат
друзей у вас будут реальные наблюдатели, которые будут смотреть уже потом за вашими новостями. Дело в том, что когда вы набираете обычных реальных людей, то вы наверняка обращали ваше внимание, что там у них не более 400 друзей всего. Если человек реальный, обычный, допустим, вот у меня на моей личной странице, на которой мои друзья, знакомые, родственники, у меня там тоже порядка 350 человек, не больше. То есть, если обычный реальный человек, среднестатистический, то есть, если он ничем не занимается, никакую там фигню не продвигает, то он имеет 400 друзей. И, как правило, эти люди часто сидят там, смотрят ленту новостей, тоже ставят лайки под фотками, которые загрузили их друзья. Поэтому я говорю, что за вами будут наблюдать со стороны. А потом уже просто никто не пожалуется. Там просто у них не будет уже такого, так скажем, такой возможности. Вы же ему ничего не пишете, ничего там ему не делаете, не предлагаете. Ну или просто удалят вас из друзей, если не интересно. Это не страшно. То есть, ну, вот такую же подобную схему вы можете применять и на Одноклассники. Так, вот этого вот Java надо, наверное, блокировать. Итак, ну что, в принципе, у меня все по ВКонтактам. Поэтому жду ваших вопросов еще по ВКонтакте, да, по Инстаграму, на которые я еще не ответила. Если что, давайте вернусь там в чате, почитаю, что вы тут еще спрашивали. Так, ну на онлайн-сим мне тут ответили, да, что много вариантов есть. Закинуть деньги на свой счет. Я плачу через... Так, в начале страницы никакую инфу не выкладываете, вообще ничего. Просто вы обычный человек. Представьте себя, что вы обычный человек. Никакого вы проекта не продвигаете, ни на какую работу людей не зовете. Просто, ну там у меня увлечение, там музыка, там хобби, там катаюсь на сноуборде, ну просто вообще напишите себя как обычном человеке. Вот, никаких там не надо делать моментов про работу. Да, платные номера, рассказать, что там рассказать. Ну, что есть онлайн-сим и смс-лик, два сайта, с которыми мы непосредственно работаем. С них можно взять номер телефона, который будет виртуальным. То есть вам не нужно покупать сим-карту в магазине, да, активировать ее, класть туда деньги на счет. Вы просто заходите на сайт, там пополняете свой счет. Один номер для ВКонтакте, по-моему, стоит 10 рублей. Сейчас, по-моему, там цены немножко поднялись, но тем не менее это, в принципе, реальные деньги. 10 рублей за страницу ВКонтакте дать можно. Тем, кто заинтересовался, начинает спрашивать личку, как правило. Да, я стараюсь вести перепиской. Стараюсь у них рассказать, почему они заинтересовались, что привлекло. И также спрашиваю сразу адрес электронной почты, чтобы вышло такое же бизнес-предложение, которое я шлю всем остальным. На раскрутку страницы уходит очень много времени. Сразу скажу, с нее вы откликов сразу получать не будете, готовьтесь к этому. То есть параллельно нужно вести рекрутинг в другом месте. То есть если вы хотите сразу ВКонтакте получать отклики, то вам надо спамить жестко, и вам надо иметь 10 страниц не меньше. То есть когда уже сразу с первых дней там добавляете статус о работе и просто спамите везде. Вас блокируют, вы опять спамите и так далее. Вот. Но если вы хотите сделать качественную страницу, то ищите второй способ запасной рекрутинга. То есть в это время вы должны где-то работать помимо ВКонтакте. Это может быть Инстаграм, это могут быть доски объявлений, друг вокруг, Одноклассники, там, форумы и так далее. То есть, в принципе, способов рекрутинга у нас очень много. Так. Кто-то работает со своей личной страницей ВКонтакте, я нет. Так, ну все, в принципе, я думаю, понятно все, да, в час уложилось, чуть-чуть маленько побольше. Ну, я думаю, что информация была для вас полезной. Можете взять запись в чатах и давать ее своим новичкам, потому что рекрутинг в Инстаграме, я думаю, это актуальная тема. Ну, во ВКонтакте те, кто захочет сделать по себе качественную страницу, тут воспользуются моими советами, и через 4-5 месяцев к вам начнут уже люди приходить интересоваться. Так,
Всем спасибо за то, что пришли посмотреть. Спасибо за вопросы. Буду рада вас видеть еще у меня в друзьях. Можете добавляться ко мне ВКонтакте. Итак, ну и, естественно, желаю вам всем удачного рекрутинга. Работать надо не 12 часов, как говорится, а головой. Всем пока-пока, удачи, быстрого роста.